фильм қарап өттіп кетіндіғаның Салауат Хамилуллинға Иш Мухаммадулла. Иш Мухаммадулла. Рахмет. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Тут 10 минут дают, но тут огромный, в общем-то, доклад, конечно, подготовлен. Ну ладно, вкратце пробегусь. В дополнение к фильму, который сейчас мы посмотрели, там нужно буквально сказать, что вот после провозглашения республики, там что происходило, да, и после 2020 года, тут было упомянуто, что дело Ахмедзаки Улиди продолжил его соратник Мулаян Халиков, при котором, в общем-то, республика обрела вот сегодняшнее очертание. То есть и вот этот процесс, он в фильм не вошел, но у меня другие фильмы об этом были. Ну, я вот просто хотел бы, может, если кто не смотрел, в двух-трех словах, в общем-то, этот вопрос затронуть, как это происходило. Это, в общем-то, много мифов ходит вокруг того, как, в общем-то, происходил процесс упразднения Уфимской губернии. Этот вот вопрос, в общем-то, он таким является камнем преткновением и, скажем, и для нас, и для Татарстана, и так далее, значит. Вот. Ну вот если вы читали вот недавно мою публикацию, мое интервью в интернет-издании «Реальное время», там было вкратце затронуто. Вот после того, как республика образовалась, вернее, соглашение советской власти было подписано в 19 году, вот, в начале 2020 года, вернее, уже в 2018 году начались вот такие, значит, движения ирредентизма, то есть ирредентизм вернее, движение слияния, там, скажем, да, разных частей одного народа, входящих, там, скажем, да, в разные там какие-то административные образования. Вот в Уфимской губернии началось движение башкир, северо-западных башкир за присоединение к Малой Башкирии, к Башкирской республике, которая уже была образована. Вот в 2018 году самопровозгласился Бураевский автономный кантон. Вот я вот хочу предложить, и, может быть, и Конгрессу нашему, и Курултаю Башкир предложу, чтобы в 2018 году в Бураево провести конференцию, как раз вот посвященную образованию Бураевскому кантону, то есть это будет февраль будущего года, столетия. Вот. Никто их, в общем-то, не подвигал на это, вот они сами самопровозгласились и объявили себя, там, я не помню, каким по счету кантоном, там, вот, Бураевским кантоном. Вот. Потом это 2 месяца он просуществовал, и потом отрядами Красной Гвардии. Затем, как дальше что происходило? В начале 2020 года вспыхнуло восстание в Уфимской губернии, так называемое вилочное восстание, или Ханакле, или Санакле, Яу, как говорят, значит, и в других источниках называется восстание Черный Орел. И как раз вот одним из лозунгов этого движения, вообще-то восстание было просто против произвола продовольственных отрядов, против политики продразверстки, но одним из лозунгов этого движения было присоединение к Малой Башкирии, Башкирской республике. Потому что, как вот в фильме, значит, говорилось, вы, наверное, то есть, если вы это не заметили, на территории РБ того Башкортостана, Башкирской республики, существовал вот так называемый автономный НЭП. Это, значит, не мое, скажем, изобретение, это наш историк Рустам Хазиев его так и назвал, автономный НЭП, который новая экономическая политика, которая была пробрана в Малой Башкирии, на территории Башкирской республики. Народ Уфимской губернии видел, то есть разницу. И это одно, там не только экономические, скажем, причины их двигали их действиями, естественно, там и было национальное чувство, и, в общем-то, все это четко отражено в источниках. Когда началось восстание, вот так прям там вот агенты ЧК так и писали. Так и писали, что вот, мол, тут движение идет в основном башкиры и так далее, значит. Вот, банды восставших находятся в 64 верстах от Белебеев. В захваченных прокламациях повстанцев фигурируют лозунги «Долой коммунистов», «Да здравствует Красная Армия», «Да здравствуют большевики, свободной торговли». Согласно захваченного приказа, повстанцы имеют целью двинуться на Чешмы, якобы для соединения с ожидающим их там Закием Валидовым. Вот. Ну и, значит, там другие были лозунги, особенно смешно было мне было читать, когда вот я писал соответствующую работу «Образование Большой Башкирии». Там самые смешные лозунги были такие, там, «Да здравствует башкирский король Заки Валидов». Вот.
И, в общем, вот так, в общем-то, народ это все воспринимал. Одним словом, вот это движение, которое вспыхнуло в Уфимской губернии в начале 20-го года, которое было жестоко, конечно, подавлено, вот оно привело к той ситуации, что даже Борис Ельцин, председатель Уфимского ревкома, сказал, что мы получили тут полный провал и так далее. И вот в этот же момент, как раз вот, буквально через несколько дней после подавления восстания, лидер татарских коммунистов Султан Галиев пришел в Кремль к Ленину и попросил, значит, им, вот у них эту, скажем, Уфимскую губернию, на что, в общем-то, Ленин ответил отказом, сказал, а кто вот недавно здесь восстание поднимал? Ну, в общем-то, и пришлось им признать эту истину. В итоге Татарстану отдали сразу уже в начале 20-го года только Мензелинский уезд. А оставшиеся два уезда, Белебеевский и Бирский, были присоединены к Башкирии в 22 году. Вот, а Златоустовский уезд, основную часть уезда отдали, значит, Челябинской губернии. Поэтому это, в общем-то, миф, тиражируемый, значит, скажем, ангажированными публицистами, которые здесь постоянно изгаляются, там, типа Орлова, который там ликвидацию Уфимской губернии, как это было, и так далее. То есть это, в общем-то, не соответствует истине то, что они пишут. Вот, ну, другое что хотел сказать, это то, что вот добавление к фильму. А здесь вот я хотел сказать другое немножко. Вот доклад у меня назывался «Башкортостан в евразийском измерении», но ввиду его вот такой, значит, объемности, я, видимо, там буду сокращать. Одно слово хочу сказать, что вот мы когда говорим о будущем нашей России, и, вот, и по фильму вы видели, да, что когда вот начинает башкирское движение обвинять там вот, сепаратисты и что-то такое, это, конечно, не так. Мы вот, по всем документам мы видим, и в 2017 году, которые принимались, вот в самом формате номер 1 было написано, значит, Башкирия представляет собой нераздельную часть России. И даже вот, как вы, наверное, видели эту газету «Башкортостан» или «Башкортостан», передовицы все начинали с лозунгов. Значит, там не пролетарии всех стран соединяйтесь, как там везде писалось, а да здравствуют Соединенные Штаты России, да? То есть мыслилась Россия как Соединенные Штаты России, да? То есть где штаты, один из штатов, вот, значит, штат Башкортостан, автономный, как и все, значит, другие штаты, именно вот так мыслилось. Причем мыслилось, что и чисто русские штаты, они такие же будут автономные, понимаете? То есть вот как раз мы о чем говорим, что сейчас ведь до чего регионы доведены, вот, настолько дистрофировали эти регионы, вот это, значит, неправильные бюджеты, что ли, политика распределения доходов, что регионы просто мы видим, да, то есть Москва жиреет, значит, регионы худеют, так? Но так не должно быть. Должна быть все-таки как-то иная система распределения, поскольку, ну какой стимул у руководителя, да, нынешнего сидеть и развивать регион? Если он просто сидит, просто человек функции, да, как сейчас, технократы, ну поставили технократов. А вообще возможно вообще у нас в России, чтобы там руководитель региона был просто технократом? Я думаю, что нет. У нас Россия, она настолько большая, настолько огромная, настолько разнообразна, что здесь не просто должны быть технократы и там люди функции. Там, на кнопочку нажал, он сделал, там, как и писалось в песне, нажми на кнопку, получишь результат. Вот. Что хотелось сказать, что и Лев Николаевич Гумилев, наш великий евразиец, он сказал, что Россия, если она будет существовать, то будет существовать именно только как Евразийская империя, Евразийская держава. Ведь в слове империя нет ничего плохого. Империя это как раз, в отличие от этого, есть противоположность национальному государству, антитеза. Империя это, то есть, объединение различных по статусу, по, скажем, национальному составу и так далее, так, по разным другим критериям регионов, да, где, значит, как вот в большой семье, мы же вот, если большая семья, там, старшие дети, младшие дети, это вот как большая семья. Значит, одному младшему ребенку ведь не поручат там дрова рубить, поскольку он маленький, ему поручат что-то делать там, какую-то маленькую работу, другому такое, и как в семье, значит. Вот это и есть империя. Империя на самом деле это семья, в отличие от национального государства, которое сейчас пытается построить. Из России пытается там сделать какую-то Францию, но это же утопия. Если вот этот курс будет продолжаться, но это неминуемо к чему-то приведет очень нехорошему. Вот эта жестко такая интегрированная система, да, она ведь такая зацементированная, забетонированная система, она же хрупка
именно те системы долговечные, которые являются гибкими. Вот. Собственно, вот что хотел сказать. Здесь вот мы уже в программе вы видели, что и приводились цитаты наших выдающихся евразийцев, ученых. Поэтому мне к их словам, в общем-то, добавить нечего. Хочу сказать, что будущее нашего государства я вижу именно только в этом. И вообще, если смотреть вот на Россию, она ведь развивается, в общем-то, такая пульсирующая система. Вот. В какие-то моменты она, значит, цементируется, сжимается, потом происходят какие-то катаклизмы, она снова разбалансировка происходит, то есть ослабление, да, вот этих, значит. И я уверен, что вот эта эпоха регионализма, может быть, она немножко такая была сумбурная, да, вот то, что 90-е, там, нулевые годы, может быть, но понятное дело, сейчас вертикаль, может быть, это тоже как бы оправдано тем, что идет давление, скажем, там, той же Америки и так далее. Наверное, это надо было, давление Запада, все. Но ведь мы же сейчас подходим к тому моменту, что что-то все равно надо менять, поскольку мы видим, что регионам при такой системе, вот, при такой распределительной системе, то есть не так-то хорошо живется. Вот. Поэтому я хочу сказать, что эпоха вот, регионализма, она все равно наступит когда-никогда. Об этом не только я говорю, это об этом говорит ведущий наш специалист по регионалистике Зубаревич, забыл как зовут, но вот она тоже об этом сказала, Наталья, да, вот. Поэтому я думаю, что вот эти времена непростые, мы должны с честью пережить, и я думаю, что будущее Башкортостана, будущее России будет светлым. Спасибо за внимание. Во-первых, конечно, как я писал, башкирская история существует всего лишь одна священная дата. И эта дата 15 или 29 ноября по старому стилю 17 года. Это провозглашение Первой Башкирской Республики. Я не хотел сегодня выступать, но просто присутствующие, которые здесь выступали, основные докладчики, они не сказали ряд важнейших вещей, а кое-кто сказал и вредные вещи. И поэтому я вынужден не сидится мне. Кстати, сколько времени мне дается? 3 минуты. 3 минуты. Я последний раз выступал, мне 3 года строгого режима дали. А сейчас мне 3 минуты дают. Спасибо. Так вот, всего лишь одна дата. И есть 3 республики башкирские. Первая, вторая и третья, в которой мы сегодня живем. Это очень важно, потому что в каждое время было свое наполнение, была своя социально-экономическая формация. И сегодня нам всем надо отдать дань памяти и уважения тем отцам башкирской государственности Первой Республики, великому поколению валидовцев, о которых принято называть валидовцы, хотя, конечно, их было больше. Удивительное дело, что все они были рождены в период с 1886 по 1896 год. Все лидеры, они все были молодыми. Я вспоминаю рождение Третьей Башкирской Республики 11 октября 90 года. И мое поколение, мне тогда было 25 лет, тоже сыграло, я считаю, значительную роль в становлении Третьей Башкирской Республики. Но наша беда и наша проблема состояла в том, что мы, не избавившись от советских коммунистических химер, не взвалив на себя груз политической государственной ответственности, позволили узурпировать итоги той бескровной башкирской народной революции 90-го года в тот итог, который мы сейчас имеем. В Священном Коране есть 40-я сура, 30 аят, и там сказано: «О мой народ, сегодня у вас есть власть на земле, и вы правите, но что будет с вами, если Аллах отвернется от вас?» На мой взгляд,
последние годы Всевышний от нас конкретно отвернулся, и в этом виноваты мы сами. Но, опять же, в наших силах заслужить это благословение, и вот эта вот конференция, которая посвящена столетию, я меньше всего хотел бы, чтобы она становилась научной, потому что задача-то не в том, чтобы объяснить мир, а в том, чтобы его изменить. 100 лет назад провозглашение Первой Башкирской Республики стало возможным в результате революции. Революция – это не государственный переворот, как внушает нам госпропаганда. Революция – это вызов времени, это возможность и необходимость изменить технологический уклад. И сейчас точно такая же задача изменения экономического, технологического уклада стоит перед всей этой огромной страной. Тогда было самодержавие, и сейчас самодержавие. Тогда люди сидели в тюрьмах, и сейчас сидят в тюрьмах. Тогда Россия была тюрьмой народов и отдельных граждан, и сейчас она такая. И вот здесь Слава сказал, что империя это благо. Ну, я не знаю, вот в Кировской области, где я сидел, там вот местные жители сплошь империалисты. Вот сплошь, от начальника лагеря Якума и до последнего зэка. Евразийская империя. Не надо никаких, ни евразийских, никаких империй, это тюрьма народов. Мы должны являться сторонниками демократической, правовой, федеративной России. И своими действиями мы должны к этому призывать и стремиться. В одной своей статье, письмо к башкирскому народу 2010 года, как раз это июль 2010 года был, когда здесь был перехват управления, обращаясь к будущему башкирскому политическому национальному движению, я писал, что вернуть себе политическую власть в собственной республике башкирское политическое движение может только при следующих условиях. То есть только на основе, первой, демократических и либеральных принципов. Других возможностей у нас нет. Когда сегодня я вижу смешные интервью или незрелые, или какие-то непонятные выступления, когда, значит, руководители Конгресса башкирского народа говорят, что мы Путина поддерживаем. Ну извините, а кто все полномочия у республики отнял? Когда вы говорите, мы не боремся за власть, не стремимся к власти, а что вы тогда делаете? Что плохого в том, чтобы бороться за власть в своей собственной республике? Вообще, для чего башкиры провозгласили Первую Башкирскую Республику? Для чего? Я отвечаю по-простому, потому что, если сравнивать башкирский народ с биологическим организмом, мы в очень тяжелом положении. Наша биологическая сила подорвана, народа в целом. Вернуть эту силу, эту жизненную энергию мы можем только взяв власть методами политического государственного регулирования. Тот же язык, кадры, образование, здравоохранение, положение дел насилия и так далее, и так далее, и так далее. Перед нами, перед новой 4-й Башкирской республикой стоит важная задача. Это первое, мы, основываясь на своем священном праве башкирской нации на самоопределение, как государство, образующее нацию, разумеется, мы в этой сфере ограничены принципом целостности и нерушимости границ, мы на него и не посягаем. Мы должны закрепить во всех мыслимых, немыслимых правовых нормах это наше священное право. И право на сецессию, на выход из федерации, если федерация перестанет быть федерацией. Даже в советских, сталинских конституциях это право было прописано, вплоть до отделения. А у нас в башкирской конституции 90-го года, я не знаю, чем там Муксинов думал, в 92-93 году, добровольный равноправный вход был, и все. И засады. И никакого выхода. Второй момент важный, он очень сложный. Это возвращение собственности башкирского народа на землю. Это очень сложный правовой путь, но он осуществим. Все остальные методы. Вот я понимаю проблемы и боль тех людей, которые говорят, меня выгоняют с работы, меня уволили, там, я вынужден судиться.
Но я вам могу сказать, что у нас нет независимой судебной системы. И ее не стало ни сегодня. Ее вообще никогда не было. В Третьей Башкирской республике ее никогда не было. Я с 3-го года занимаюсь оппозиционной деятельностью, меня отсюда выгоняли, я судился, но я же как бы тут. Либо ты занимаешься политической деятельностью, либо ты работаешь на государство. А когда формировали уголовные дела с 2005 года на меня, я каждый раз думал, ладно, ФСБ можно понять, у них такая работа, прокуроров можно понять. Но если бы хотя бы у нас в Башкирской республике Муртаза Рахимов создал бы действительно независимые суды, которые, как им и предписано, судили бы, руководствуясь только законом и совестью, я бы ни дня не сидел. Все 4 уголовных дела я по каждому должен был быть оправдан. Право на судебную защиту, как и на другие права, является священным правом человека и гражданина. И кто, если не башкирское национальное движение, об этом должно заботиться? Если вы себя считаете хозяевами этой земли. Поэтому, если ставить задачи по сохранению и возрождению башкирского народа, то это задачи исключительно политические. Под политические задачи надо создавать политическую организацию. Значит, как вот Слава сказал, значит, есть ребенок маленький, ему дают маленькую работу, ему топором махать не дадут. Вот Роберт Юлашев хорошо играет в курай, пусть играет, но делать заявление на митинге, призывать голосовать за Путина, зачем ему топор давать? И последнее, значит, не могу об этом сказать. Есть 51 статья Конституции Российской Федерации. Она дает право каждому человеку из вас, если вот вас будут вызывать какие-то компетентные товарищи, и спрашивать, что там Телефонюков говорил. Они ведь как часто они другую бумагу подсовывают. Вы, ссылаясь на 51 статью Конституции, отказываетесь давать показания. Есть видеозаписи, компетентные товарищи все увидят, посмотрят и как бы увидят, что ничего плохого сказано не было. Таким образом, те ошибки Валидовского башкирского национального движения в 1917 году, они все наличествуют на сегодняшний день и у нас. Первое, это незрелость башкирского политического движения, это долгое раскачивание, это определенный страх, боязнь. Вы помните тогда, кто-то метнулся к большевикам, кто-то метнулся к культурно-национальной автономии. И вот этот раздрай, он привел к тому, что силы малой в геополитическом плане нации не были сконцентрированы в одном месте, в один кулак. Вторая ошибка, конечно, это участие на стороне Красной Армии в боевых действиях на всей территории России. В результате чего огромная боеспособная, харизматичная часть башкирского народа была просто пущена в расход. Это тоже надо учитывать. В России, хотим мы этого или нет, будет смена социально-экономической формации. Потому что этот правящий конгломерат, он завел Россию в тупик. Будут проблемы, большие проблемы. Из этого мы все с вами будем вынуждены выходить. Поэтому вот на этом переходном этапе не надо тратить время, силы и энергию на внутренние споры и разногласия. Надо сразу действовать исключительно в правовом, ненасильственном поле, как и действовали наши мудрые предки 100 лет назад. Спасибо.